На днях в рамках профилактической операции «Хмель-2» сотрудники МВД Коми и Департамента комиссии по делам несовершеннолетних повторно посетили семьи социального риска поселка Жешет Усть-Вымского района. О том, что они увидели, расскажет Наталья Литкевич. В семью Кайгородовых проверяющие Сыктывкара наведывались месяц назад. Тогда ситуация их не порадовала. В доме, несмотря на присутствие 5-месячного ребенка, было, мягко говоря, не убрано. В этот раз чище не стало, зато у самих женщин был банный день. Это немножко выпившие, что ли? Не выпившие, огороды вот. Устали? Конечно, потом баня, если сын приедет. Хозяйка дома Валентина показала гостям новые игрушки и ходунки для ребенка. А вот бутылки из-под портвейна проверяющие увидели сами. Да ко мне сегодня соседка пришла, Галина Филипповна. Так слушайте, пили-то вот свежая. К концу экскурсии народу в доме прибавилось. Из бани вернулась дочь хозяйки Нина с малышкой на руках. Вот и мама. Мама, хорош снимать, а! Несмотря на изрядное подпитие, младшая Кайгородова пыталась кормить грудью младенца. Чем? Остается лишь догадываться. Сообщив об обстановке в семье, столичные гости отправляются дальше, в местечко Лесобаза. С 10-летней Татьяной они тоже разговаривали месяц назад. Тогда встреча с девочкой проверяющих впечатлила. Несмотря на позднее время, родительницы дома не было, а замерзшая и голодная школьница непрекаянно слонялась по поселку. Танечка, а ты сейчас куда пойдешь? Домой. Через форточку? В этот раз мамы дома тоже не оказалось. Как пояснила ее приятельница, женщина ушла в баню. Таня оказалась дома и уже легла спать. Она заверила проверяющих, сегодня она не голодная, бабушка накормила. Родительницу гости из Сыктывкара так и не дождались. Но поинтересовались, как живет семья Пантюшевых у местных стражей порядка. Неоднократно приезжали было к ней, проверяли тоже было, как там они проживают. Девочка грязная одежда, само лицо грязное, она сидит пьяная, мне ничего не надо, я ничего не хочу, пошли вон, типа, что вы тут делаете, кто вас созвал. Взяв у сотрудника ППС соответствующий рапорт, проверяющие отправились в местное отделение полиции. Они выясняли, какая работа проводилась в семьях. Инспектор заверила, материалы на лишение Валентины Пантюшевой родительских прав собираются. Придется расстаться со своей полугодовалой дочерью и Нине Кайгородовой. Сейчас сама была в данной семье, дома грязно, везде бычки, запах алкоголя, табака. Ребенок лежал рядышком, пепельница была, ребенок голый, весь сырой. Пояснили, что только после бани. Мать в состоянии алкогольного опьянения, бабушка тоже. В доме посторонние лица, мужчины, все в состоянии алкогольного опьянения. В общем, ребенок изъят, помещен в МУЖРБ поселка Жешет. Ребенок осмотрен врачами. В дальнейшем будет выставлен диагноз. Малышку из семьи Кайгородовых забирают уже в 3-й раз. Стражи порядка дважды ставили вопрос о лишении женщины прав на ребенка. Но органы опеки и местная комиссия по делам несовершеннолетних тогда посчитали, что нерадивая мамаша еще способна исправиться. Надежды, увы, не оправдались. Наталья Литкевич, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.